революция произошла так же, как произошли революции и в других империях. Посмотрите, Первую мировую войну выдержали государства с демократическим устройством и не выдержали все империи. Их было 4 штуки, и все 4 развалились. Потому что вертикаль власти, как каждый понимает, куда же точно наук не изучал, имеет очень малую опору, а демократическое государство имеет более серьезную опору. Для Франции Первая мировая была катастрофой. Для Англии Первая мировая была великой войной по количеству убитых, но оба государства выдержали, хотя прошли через тяжелейшие испытания, худшие, чем Россия в Первую мировую, не рассыпались. Россия, империя, имеющая вертикаль власти, рассыпалась. В этом вся беда. Тут многие изъявляли желание послать войска на подавление мятежников. Ну что же приказал император генералу Хамбалу? У меня ни одного солдата не нашлось. Ни один солдат русской императорской армии не вступился за своего императора. Ни один. Да знаете, кто первым поддержал республику? Да вовсе не председатель Временного правительства Керенский, который 6 сентября объявил республику, а Русская православная церковь. Возьмите и прочитайте, они в открытом доступе теперь, епархиальные ведомости, все иерархи Русской православной церкви, и вновь собравшийся Синод оттуда вынесли трон, как свидетельство прощания с цезареопапизмом, как говорили замечательные епископы, приветствовали наступление царства свободы и республики. Прочитайте, во всех проповедях и решениях, во всех епархиальных ведомостях фигурирует это слово республика. И это, казалось бы, опора императорского дома рухнула и исчезла. Еще заметьте, что на Пасху 17 года, между прочим, причастилось пришло всего 10% от количества, которое в 16 году приходило. Потому что мы живем в стране, которую плохо понимаем. А вот вопрос, почему нас всех интересует. Февраль была революция, октябрь был контрреволюция, потому что февраль действительно изменил политическую систему, снес все, что мешало нормальному развитию. Снес он все, открылись дороги, развивайтесь. А через несколько месяцев, перебрав все варианты политического развития, Россия остановилась на самом жестком и жестоком. И это самый интересный вопрос. Ответ понятен. А что другое могло выйти? Вот давайте на наших глазах происходит то, что именуется арабской весной. В одной арабской стране за другой свергаются властители. Кто приходит на смену автократическим режимам? Что, либеральные демократы? Нет. Или обломки старой системы, военные, или, что чаще, исламисты, то есть называют еще более жесткий режим. А что еще на этой почве могло вызвать? Ну давайте так, все помнят. 60 лет, больше 60 лет на самом деле, но обычно отсчитывается от военного переворота молодых офицеров в Египте 52 года, но первый был в Сирии 49 года. Значит, за 60 с лишним лет. Что было сделано в этих странах для создания устойчивой политической системы? Для того, чтобы люди имели возможность к самоорганизации, к самореализации, чтобы у них появилась возможность нормальной жизни. А ничего. Эти чудные офицеры пришли к власти в одной стране за другой. В Египте, Сирии, Ираке, повсюду. Йемен, в Ливии наш замечательный друг в 69 году. В Сирии основатель династии Асад в 70-м году был 20-й по счету военный переворот в Сирии. С обещанием демократии, свободы, народовластия. Ничего этого не увидено было. Оппозиция не существовала, как правило, или сидела за решеткой. Все подавлялось. Так если нет у людей возможности к самоорганизации, если мускулы, извините, не накачиваешь, откуда же возьмется это? Если сейчас присутствующие в зале побегут марафон, многие ли добегут? Надо бы годик другой походить в зал, потом начать 100-метровку бегать, потом по километру, а потом уже и десяточку, так? Так и с народом, извините меня. Если у людей никогда, десятилетиями, а то и столетиями, если возвращаться к России, которая нас сегодня больше интересует, чем арабские режимы, не создавалось возможности для наращивания этих политических мускулов, если не воспитывалась привычка к самоорганизации, к самоустройству жизни, то откуда же в марте 17 года это могло проявиться? Да, осталось, к счастью, замечательное воспоминание о всех этих месяцах. Да, март. Ощущение полного счастья, полного братания. А потом
все разваливается. Потому что вертикаль власти существовала всегда. Вертикаль развалилась, выяснилось, что надо было договариваться между собой, а мы не умеем. И тогда не умели, и сейчас не умеем. И тогда не получается, и сейчас не получается. Переустройство дел в арабском мире потребует, наверное, всего 21 века. А что тут удивляться? У нас 100 лет ушло впустую, так ничего не переустроили. И почему обязательно должна прийти демократия? После революции 1748 года какие стали режимы появляться? Такие автократические с началами демократии. И сколько понадобилось десятилетий, чтобы в Германии появилась реальная демократия? А кого еще немцы могли избрать, голосовать с 30-го года? Ну, с 29-го года они стали голосовать за нацистов. Сначала в Пруссии они получили абсолютное большинство, и Геринг стал председателем парламента. Потому что они то же самое, немцы, не имели возможности к самоорганизации, они испугались ответственности, или, как пишут немецкие публицисты, замечательный Дима Хафтер, испугались свободы, свалившейся на них. И мы понимаем, и мы испугались свободы, свалившейся на нас сначала в 17 году, а потом уже для нашего поколения, чуть позже, испугались, не справились и побежали назад. Я себе это представляю просто. Вот люди живут в бочке, в оковах. Ну, есть достоинство, не заливает, и ветер не чувствуется, но тесно. И какой-то разрывает эту бочку. И свежий воздух, и дышит, и хорошо. А потом, что-то видите, дайте капать, дайте вот прикроемся, задувает, дайте крышку опустим, все щели какие-то, дайте опять закрыть, и опять погружаются в бочку. А когда в бочке сидишь, мускул не нарастишь. Поэтому, отвечая на ваш первый вопрос, когда была точка невозврата, я вам скажу, в начале 19 века, когда надо было принимать первые реформы. Почему в Англии тоже была революция? Но по сей день в Великобритании находится монархия. А если бы тогда была какая-то вполне конституционная монархия, все было бы нормально, Россия избежала бы всех несчастий последнего столетия. Вот тогда надо было принять эти меры. К сожалению, за опоздание платят очень дорого. А есть опоздания, которые невозможно компенсировать ничем. Спасибо. Один вопрос. Вопросы задаем или нет? Задавайте. Если я правильно понял, то мы сейчас можем закрыть конференцию, потому что смысла в ней нет никакого. Все, что сейчас происходит, где бы то ни было, в России и на Украине, все предопределено, потому что мы, если не в начале 19 века, то уж точно февральскую революцию пошли не тем путем. Я вижу только такой вывод из того, что сказано. Почему нельзя было в 17 году это предотвратить? Потому что в начале 19-го была точка невозврата. Давайте разойдемся. Спасибо.